В Народном собрании прошел круглый стол на тему «Год семьи. Новые возможности для семьи». Напомню, что День ячейки общества мы отметили накануне. В парламенте Ингушетии сейчас находится наш корреспондент. Какие вопросы на повестке дня нас проинформирует Зелимхан Калуев. Зелимхан, здравствуй, тебе слово. Приветствую, Хава. Вопросы на решение в заседании Комитета по здравоохранению и социальной политике, посвященные году семьи, а именно семья и государство в социальном пространстве современной России, проблемы семьи в современном обществе и пути их решения, господдержка молодой семьи, национальный проект «Семья. Цели и задачи», «Семья и ВИЧ. Трудности. Психологическая социальная помощь». На встрече приняли участие представители различных министерств, ведомств, правоохранительной системы. Рядом со мной сейчас находится Мадина Чиниева, главный специалист отдела воспитания и социальной реабилитации детей Министерства образования и науки Ингушетии. Мадина Хизировна, приветствую вас. Мы знаем, что характер и личность человека, она формируется со школьной скамьи. Скажите, какая работа проводится Министерством в этом направлении? Ну, вот объявлен год семьи Владимира Владимировича Путина в рамках этого направления. Министерство образования, образовательные учреждения проводит большую работу по привитию в школьных образовательных учреждениях нравственных, этических, психолого-педагогических норм. Это, конечно, очень актуально сегодня, в наше вот такое сложное время. Семья — это та основа, где формируется не просто личность, не просто ребенок, но еще формируется его характер, его качество, его нормы, поведение. Есть такое понятие этика и мораль. Да? Вот все это в контексте, безусловно, формируется в семье. Вот в этом направлении проводится очень большая работа на классных часах, внеклассных мероприятиях, также вот на круглых столах. Педагоги, психологи проводят различные тренинги для того, чтобы выявить определенные направления для правильного воспитания в каждой семье. Ну и вот в этом направлении у нас проводятся тоже большие такие, скажем, мероприятия. Это вот 1 июня, в День защиты детей, будут проведены большие всероссийские выходные, где мы приглашаем всех представителей общественности, и более 1000 детей будут задействованы вместе с родителями. Чем ценно вот направление года семьи, это совместная деятельность родителей, старшего поколения, то есть преемственность поколений. Вот в этом направлении ведется большая работа. Ну и задействованы такие движения первых. Юная армия, где участвует более 25 000 детей вместе со взрослыми. В юной армии более 20 000. Это очень ценно. Во всех кружках задействованы наши дети, где ведется вот развитие их творческого потенциала. И самое большое направление, или даже самая большая ценность вот этого воспитательного направления – это совместная деятельность семьи, детей, старшего поколения и родителей. Спасибо большое, Мадина Хизировна. Хава, у меня пока все. Будем держать вас в курсе событий.